6 часов утра, 20 мая. И прежде чем выехать на проверку наших утренних продольников, на утреннюю проверку, хочу поздравить сегодня. Сегодня 20 мая, сегодня день рождения у моей родной сестры Людмилы. Людочка, с днем рождения тебя. Желаю тебе, как всегда, всего самого хорошего. Главное, здоровья крепкого. Остальное все будет. Больше улыбок. А если слезы, так только от радости. В общем, всего от меня личное и от всего канала Коми Рыбак, и от всех наших друзей на канале, которых уже скоро, очень скоро будет 40 тысяч. Осталось 50 человек. Я думаю, за пару дней будет круглая цифра, дай бог. Так, ну а что у нас по воде? Как мы видим, вода медленно, но уверенно идет на подъем. Это у нас вторая вода прибывает. До первой еще где-то полметра, но она прибывает. Сегодня выехали чуть пораньше, по-быстрому сделаем проверочку, потому что сегодня у нас рабочий день. Проверим сейчас, съездим на работу, проверим после работы, ну и потом уже поедем домой в поселок и соберем весь урожай за утреннюю, за вечернюю проверку. Ну а также и за вчерашний день. Они у меня, я вчера смотрел, язи живехенькие. В общем, дай бог, все нормально будет. Доеду домой, они живые, здоровые. А как это будет, мы увидим чуть позже. Ну а пока поехали на проверочку. Погнали. Так, ну что, вот мы и на месте. Сейчас проверим камеру, все ли нормально. Надеюсь, все хорошо, все видно. Так, должно быть видно все. Так, пойдет? Я так думаю, пойдет. Вот так вот, да? Ага. Все, видимость настроили. Видимость и слышимость. Так, проволочки берем. Так, леска в стороне. Это дает надежду. Натяжка есть. Так, зацеп. Не, есть. Есть рыба. Да ёшкин ты кот. Раз. На месте мой хороший. Есть первый продольник. И первый красавец ясь. Вот такой вот. Вот такой вот красавец. Ну вот, давненько у нас здесь рыбы не было на первом. Проверяем быстро, по возможности, пока ветра сильного нету. Сегодня, скорее всего, будет, наверное, ветерок. Еще из севера подул. А это большая волна, это все неприятности, связанные с ней. Ладно, не будем думать о плохом, пока все нормально. Так, поехали дальше. Леска в стороне. Значит, что-то было, что-то вроде бы есть натяжка. Пока не дергает, я не понимаю, что это. Вижу ёршика, ага, что-то вроде бы есть. Есть, дернула. Язёк. Так, ёршика пока оставляем здесь. Утопился.
Опа, 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 опа. Опа. Блин, солнечную погоду уйдет сейчас. Ушел за мотор. Запутался еще за мотор. Вот так вот. Умный ясь. Премудрый ясь. Но тебе немножко не повезло сегодня. Ты все правильно сделал. И сачок увидел. И пытался убежать. О, не зря голова такая большая и толстая. Ну ты зацеплен был хорошо. Брюхатая, с икрой. Ты у нас в кузовке. Так что твои мозги сегодня тебе не помогли. На последнем крючке. Вот еще один красавец ёрш. Ёрш. Брюхатый тоже с икрой. А, красавчик. Ну вот. Второй продольник, второй ясь. Янскадан. Смотрим дальше. Такое предчувствие, что сегодня будет налим. Опа. Так, натяжка есть. Натяжка есть у нас. Такая неплохая натяжечка. Вижу язя, хорошего язя. Опа, раз. Вот он, лапоть. Лопоток. Стой, 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 стой. Молодец. Молодец. В ноздрю попал. О, вот этот уже достойный язина. Красавец. Так, ну что у нас там? Все, все. Ну и то хорошо. Если на каждом продольнике по одному язю, это просто замечательно. Янскадан. Здесь течение бьет немножко по-другому. И проверяем с левой стороны, потому что ветер поднимает лодку. И что продольник не оказался под лодкой, под мотором. Приходится с правой стороны проверять лодки, но мне почему-то с этой стороны неудобно. Ладно, удобно. Опа, 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 опа. Опа. Есть. Дергает. А какой буйный ясь там. Небольшой, а буйный. Ты, наверное, не дойдешь. Ты, наверное, не дойдешь. Но мы попробуем. Дошел. И этот продольник у нас ездил. Главное, по одному. Но не пусто, и то хорошо. Это у нас кто? Ну, это у нас молодая язиха. Брюхатая. Язиха. Молодая. Ну, а дальше видим, что все черви съедены. Не знаю, кто. И ерши, окушки их долбят, блин, те же язи. Хрен его знает. То, что кто-то был, это 100%. Все черви, ни одного целого червя нет.
Это очередное доказательство тому, что пора уже ловить на малька. Только вот проблема, где его поймать, этого малька. Будем что-то думать. Так, не понял юмора, откуда бутылка. Засмотрелся. Что-то бутылка поплыла, не моя? Не моя. Сначала не понял, думал. Только что отъехал от продольника. Почему бутылка рядом стала? Что-то я не заметил с веревкой без. На подъеме воды, кстати, очень рискованно рыбачить, потому что плывут всякие коряги, деревья. И потерять продольник можно на раз-два. Так. А здесь походу пусто. Натяжки нет. Опа. Опачки. Вот именно. Так, где-то на этом или на следующем, не помню. Блин, опять лодку развернула. Да ёшкин ты кот. Ветер, ветер. Где-то на этом или на следующем продольнике оставлял одного ерша. Ну как вот так вот проверить? Ну никак, блин. Надо с той стороны проверять. Придется вот так вот сделать. С ветром вообще плохо проверять. Так, а тут что у нас? А у нас тут натяжка. А, зацеп. Зацеп в кусты. Что-то было. Крупное подняло против течения и запутало в кусты. Но это неизбежность. О, вижу язя. Вижу язя. Сейчас мы его попробуем сакануть. Если получится. Так. Я в сачке. Пока в сачке, если не выпрыгнет. Ах ты, какая крепкая леска. Хорошо зацепилась. Вот так вот. Боюсь, еще руку порезать может. Да, леска тут хорошая, и поводки тоже. Даже не порвать. И крючок-то не ломается. Так, режет руку. Дошли до язя. Язёк ты наш. Так. Конкретный зацеп. Конкретнейший. Главное, с лодки не вывалится. Сейчас резко оборвется. Лучше сесть. Вот так вот. Вот так вот оно будет проще. Иногда... О, оборвался сам продольник. Иногда думаешь, лучше уж продольник оборвется. Пусть, чем вот так вот руки режет. Леска хорошая.
Поводки толстые, крючки крепкие. В общем, всегда должен быть поводок потоньше лески. Вот. Примерно вдвое. Если, скажем, основная леска 0,8, то поводок где-то 0,5 хотя бы должен быть при зацепе, чтобы порвался поводок, а не основная леска. Вот. А у меня на старых продольниках что поводок, что леска одной толщины. Это неправильно. Так, ну что, тем временем у нас 1, 2, 3, 5 язей уже в кузовке. Это здорово. Сейчас сюда зацепляем, наконец, один поводок. Один. И закидываем. Сколько у нас тут? Крючка 4 осталось, наверное. Хватит. Так, а у нас тем временем ветер все больше и больше усиливается, что создает новые проблемы. Лодку крутит как мандавошку, блин. Мы опять не с той стороны. Да ёшкин ты кот. Вот так вот. Это лишнее время, блин. Ай, бля. Лишние манипуляции. И вообще-то хрена что лишнего, блин. Все из-за этого гребаного ветра. Еще и северяк подул, блин. Сейчас еще и волна будет. Вон, лодку переворачивает, это же наоборот, блин. Так, что у нас тут? Вижу язя, но опять же зацепа в кусты, блин. Раз. Так, язь на месте. Язь на родине. Так. А теперь, скорее всего, опять будем рвать крючки. Да ёшкин ты кот. Нет, отцепилась. Все. Отцепилась, это хорошо. Вот, видите, да? Лодку перевернула. Повернула напрочь, блин, боком. Вот как сейчас, блин. Ай, бляха-муха. Ну ладно. Не такое проходили. Что, лоб потихоньку растет. 6 тейсков. Опа. И пора уже застегиваться на все пуговицы. Лето закончилось, наступила весна. Опачки. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай. Бля, чуть бы не было. Ну, ёшкин кот опять, блин. Вот видите, да, сколько проблем создает ветер. Еще и в кусты зацеп, блин. Так. Самое главное в этом кардибалете не споткнуться никуда. Так, что-то есть.
Что-то дергает. Язёк. Опа. Сегодня строго по одному язю. Не по два, не по три. Все по одному. И на том спасибо. О, заглотил как хорошо. Молодец. Но в то же время вот вроде и заглотил хорошо, а вышел сразу, потому что у него внутри, возле жабер, где небо все рыхлое. Из-за этого очень много сходов. Губы слабые, внутри все рыхлое. Хотя сам по себе язь сильный, крепкий, достойный борец. Опа. Вот еще ёршик такой. Опять же забагрился. Такое ощущение, что их там тысячи, они просто проплывают и багрятся на крючки, блин. Это очередное доказательство, что надо ловить на малька. Там хоть шансов больше, что возьмет его язь или другая крупная рыба, но не будет дербанить, как ерши вот эти. Так, ну что, попробуем с этой стороны. Опа, опа. Так, у нас здесь язь. Второй. Вот так вот. Мы еще не подняли продольника, у нас уже два язя. Раз. И два. Подняли продольник. Запутали вокруг. Вокруг, все вокруг. Опа, опа, опа. Третий там идет. Ну давайте уже достанем третьего. Если получится. Третий. Вот так вот. Три язя. А мы еще даже груз не подняли. От Янска. Хорошо, хорошо. Молодец, молодец. Умница. Ну вот, бывает и так. Так, теперь мы аккуратно это все дело обратно отпускаем. Язи крупные. И как мы видим, они поднимаются против течения. И запутываются, проходят через веревку и запутываются, получается. Вот что мы видим. Бывает так запутает, что капец всему. Ну, на этот раз все обошлось. И всех трех хулиганов мы забрали. Вот они, красавцы, в кузовке. Вот это уже красиво. Три язя на одном продольнике. Это уже замечательно. Янцкадан. Кстати, ерша не было, которого я насаживал. Значит, налим был. Сорвал ерша, потому что сам сорваться он не мог. Зацепил хорошо за хвостовой плавник. Так, вот он, окушок у нас опять здесь. Полосатик.
Рано в этом году вы что-то начали попадать. И все. И никого больше. Окунь обычно попадает, когда вода начинает нагреваться. Получается, что, она нагрелась, что ли? Да ну нафиг, она еще прет, вторая вода, блин. Обычно окунь начинает попадать, когда на спаде второй воды, а то и третьей бывает воды. А тут в этом году что-то интересное творится. Ну ладно, понаблюдаем. Что вообще у нас творится в этом мире? Продолжаем проверку. Так, что это у нас? Опа, 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 налим. Опа, опа, ну куда ты? Вот так вот. Вот так вот, красавец. Янцкадан. Я же говорил, есть у меня чуйка, что сегодня налим будет. Блин, червей аж рассыпал. Так, что там, все? Все. Ну вот, друзья, чуйка меня не обманула. Налимчик небольшой. Около 2 килограмм, наверное. Даже меньше, наверное. Полторашечка. Или кило 600-700, где-то так. Но он есть, он хороший, он вкусный. И попался. Ну-ка сейчас посмотрим, как ты попался. А, нормально попался. За нижнюю губу. За зубы. Ух ты, как он меня укусил. Вот такой вот налимяка. Ну сколько он? Нет, он больше. Он, ну пусть не 2, но кило 800 есть точно. Так. Теперь вот так вот, только не прыгай сильно. На всякий случай тебя вот так вот прикроем, чтоб ты ненароком не выпрыгнул, блин. А то знаем мы ваших, блин. Ну вот, Янцкадан. Чуйка меня не обманула. С утра было предчувствие, что будет сегодня налимчик, и, как мы видим, все получилось. Янцкадан. Коряга, коряга. Так, ну чё, пока все хорошо получается. Дай бог и дальше, чтобы так было. Так, натяжечка есть, походу. Ага. Это окушочек дохлый. Но там еще и, походу, язычек есть. Ага, вот он идет. Так. Раз. И все получилось. Все получилось. Так, сначала окушочка цепляем. Вот такого. Что-то есть какой-то сонный. Заглотил, что ли? Да нет. За губу попал. Видать, устал уже барахтаться. Так, где-то у нас вот такой вот язиха. Так, накрываем. Ну вот, еще плюс один. Дальше все как обычно, наживляем, отпускаем. Так,
Опа, опа, опа. Что-то натяжка хорошая. Натяжечка. О, господи. Ну что ты? Так. Это... Так что, дадим шанс, которым он не воспользовался. О, всю губу порвал, вон. Не знаю, как лучше было бы. Там, походу, еще кто-то есть. Ага. Так, язь. Язь. Хороший язь. Иди сюда. Ну и все. Вот он. Янцикадан. Так. Ну, давайте вернемся к этому дрищ-пакету. Так. Вот такой вот хорезенок. И как бы вы уже сами видите, если весной вы говорили, что у меня крючки маленькие, зачем я ловлю мелочь, то вот, крючки сейчас у меня здоровенные. Ловлю я крупную рыбу, язя, налима и все такое. Но вот если вот этот дрищ-пакет попал и заглотил, я уже ничего сделать с ним не могу. Я могу его вот так вот по возможности аккуратно ну как вот аккуратно, если он до желудка, вон. Все, он не жилец, вон какой крючок мощный. Он заглотил, и смысл вот его отпускать не вижу никакого. Для понтов вот выкинуть, поцеловать и сказать: расти, малыш, блин. Зови бабушку, дедушку и все такое, чтобы понтануться на канале, сказать вот, что я такой вот хороший, я вот добродушный, я вот отпускаю молоть, которая сдохнет. Да нифига, которая вот так вот зацеплена был, если бы он был. Вы сами видели, я такую рыбу отпускаю. Но вот так, которому уже пипец пришел, отпускать смысла нету. Я его посолю с ёршиками и с нямкой, малосолочкой. Зато понтоваться не буду. Вот так вот. Вы сами видите, крючок крупный, леска толстая, рыба достойная. А если уж попадает вот такая шалупень, так я уже здесь ни при чем, блин. Так-то вот так. Я все сказал. Продолжаем проверку. Так, натяжка вроде бы как есть. Ага, что-то есть. Это что-то язёк у нас. Язёчек. Язёчек, дружочек. Ой, какой ты буйный. Ой, какой ты буйный. Вот некоторые спокойно идут, некоторые чепушатся, блин, не знаю как кто. Иди сюда, блин. Мой сладкий сахар. Язиха. Язиха. Опа. И вот так вот. Угу. Пол ведерочка 20-очки уже есть. Отлично, Янцикадан. Это значит, ведерочка мы сегодня уже достали. И у нас еще есть один последний крайний продольник на эту проверку. Ну вот и крайний продольник на сегодня. Крайний, потому что находится с самого краю нижнего. А так, на проверку он последний.
И смотрим, что у нас тут. А у нас тут, походу, нифига. Натяжки нет. Он пустой. Ну, все правильно. Что-то же должно быть пустым. Хотя он, наверное, первый раз пустой. Бывало здесь и налим, и все такое. Ну и ладно. Так, ну что мы имеем? Проверка закончена. Управились. Скоро на работу. И наш улов сегодня составляет, грубо говоря, вот такое вот ведро рыбы. Налим около 2 килограммов. Один окушок, один джиганчик и куча вот таких вот красавцев ездей. Ведро 20, значит, можно сказать, если 12-литровое ведро, железно полное ведро будет у нас. Так что проверка удалась, рыба есть, рыба ловится, и это хорошо. Наша деревня, матушка кормилица Печора. Все прекрасно. До новых встреч на канале Конь Рыбак. Она уже будет скоро. После рабочего дня у нас будет вечерняя проверка. И мы посмотрим, что нам даст эта вечерняя проверка, что нам дадут наши продольники на Печоре. Всем пока.